Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Более века миновало с момента трагических событий 1920 года. В память жертв геноцида осетинского народа в республике пройдут памятные мероприятия. Наследие, развитие и единство во Владикавказе официально дали старт просветительской сессии. Неповторимые образы от модельера-дизайнера Хоха Бекоева. Каждый наряд подчеркивает индивидуальность выпускницы. В истории 20 века есть страницы, запятнанные кровью и несправедливостью, которые до сих пор вызывают боль и требуют осмысления. Одной из таких страниц являются события 1920 года. Этот акт, по сути своей являющийся геноцидом, оставил глубочайший шрам в памяти осетин и стал трагическим эпизодом в нашей истории. Память о трагедии 1920 года живет в сердцах осетин. Она служит напоминанием о хрупкости мира и необходимости защиты прав человека. Дарья Хурьева продолжит. Каждый год республика вспоминает жертв геноцида осетинского народа и тех, чьи судьбы навеки омрачены одной из самых скорбных дат в истории Южной Осетии. Более века миновало с момента трагических событий 1920 года, но незаживающая рана тех дней до сих пор кровоточит в народной памяти. Эта дата – одна из самых трагических в истории осетинского народа, неумолимое напоминание о цене свободы и о незыблемой важности сохранения национальной самобытности, подчеркнул исполняющий обязанности министра культуры Южной Осетии Григорий Мамиев. Григорий Мамиев рассказал о программе памятных акций. По его словам, главная цель этих мероприятий – сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям. Kino koncertun zal Čermena Virginis kinoirovdast Irun Vondea Kashe Istershedis Desazrozma Iuliume Ast Bogazajini Sashi Kinoen Ленинgur Знавр Жава Районте. Также в День памяти жертв геноцида в храмах республики пройдут поминальные богослужения. Дуэнам Юнита Дуодас Сахател Virginis Общая национальная минута молчания, Вефестета, Ведженис, поминальный звон в храмах республики и поминальное богослужение по жертвам геноцида осетинского народа. В эти дни в центре внимания не только события 1920 года. 22 июня республика вспомнит еще одну трагическую дату – день начала Великой Отечественной войны. У обелиска павшим в годы войны почтят память тех, кто ценой своей жизни отстоял будущее Родины. Дарья Хурьева, Ринат Медоев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня во Владикавказе состоялось торжественное открытие просветительской сессии «Наследие, развитие, единство». Это масштабное мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов специальной военной операции совместно с общероссийским движением «Бессмертный полк России». Оно призвано объединить усилия для защиты интересов защитников Отечества разных поколений. Во Владикавказе официально дали старт просветительской сессии «Наследие, развитие, единство». Торжественная церемония открытия началась с главных государственных символов. В зале прозвучали гимны России и Южной Осетии. Приветственным словом от имени первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации к участникам обратился Алексей Романов. Я рад, что имею возможность сейчас навести приветствие Сергея Владимировича Кириенко для столь серьезного собрания, для всех тех, кто принимает участие в просветительской сессии.
Дорогие друзья, приветствую вас на открытии просветительской сессии «Наследие, развитие, единство». Сегодня в Владикавказе собрались люди, глубоко осознавшие, что защита Родины, преданность Отечеству неизмеримо выше личных выгод и материальных благ. Именно вы, пройдя через тяжелые испытания в зоне специальной военной операции, продолжаете служить своей стране личным примером, накопленным опытом и конкретными делами на благо общества. С приветственным словом от имени президента Республики Южная Осетия к участникам и гостям обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сармат Чочиев. Он подчеркнул, эта сессия является важнейшим шагом на пути к сохранению нашей общей исторической правды и воспитанию новых поколений. Всех нас в этом зале объединяет любовь к Родине. Каждый здесь своим трудом, своим мужеством и верностью долгу служит Отечеству, носит свой неоценимый вклад. Ваш жизненный путь является примером стойкости, ответственности и беззаветного служения Родине и народу. Благодаря вашему подвигу, самоотверженному труду и преданности своим принципам были заложены основы мира, безопасности и развития, которыми мы сегодня все пользуемся. Наш долг не только хранить память о ваших заслугах, я в первую очередь обращаюсь к нашим ветеранам, но и передавать этот опыт молодому поколению. Это на сегодняшний день критически необходимо. Уверен, что сегодняшний форум станет площадкой для содержательного диалога, обмена опытом и выработки новых инициатив. По завершении торжественной церемонии участники приступили к активной работе. Модератором дискуссии выступил Константин Аксенов, выпускник программы «Время героев». В числе экспертов присутствовали представители Южной Осетии Жанна Засеева, руководитель Центра исторической памяти Ахсар Джоев, исполняющий обязанности министра иностранных дел, и Алымбек Сиукаев, депутат парламента. Программа мероприятия была расписана детально, а насыщенные дискуссии, обсуждения и мастер-классы обеспечили высокую вовлеченность участников. Яна Плиева, Стелла Бязрова, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. Индивидуальный подход к каждому ребенку уделяется в детском саду номер 19. Здесь созданы все условия, отвечающие современным нормам и требованиям. Коллектив дошкольного образовательного учреждения прилагает усилия для создания пространства, где каждый ребенок проведет интересный досуг и получит творческое развитие. Алина Ельфимова продолжит тему. Здесь каждый день начинается с улыбок, игр и новых открытий. Пока для взрослых это просто дошкольное учреждение, для малышей детский сад – это целый мир, где можно найти друзей, научиться чему-то новому и просто быть ребенком. Детский сад номер 19 открыл свои двери в ноябре прошлого года. За это время он стал вторым домом для 80 воспитанников. Каждый день здесь наполнен новыми впечатлениями, а занятия проходят в игровой форме, помогая развивать воображение и мышление. Особое внимание в детском саду уделяют не только воспитанию и обучению ребят, но и созданию комфортной атмосферы, благоприятной среды для развития детей. Педагоги стараются найти подход к каждому ребенку, помочь ему раскрыть свои способности и почувствовать себя частью большого и дружного коллектива. Для меня главная задача сделать так, чтобы дети чувствовали себя здесь спокойно, уверенно и с удовольствием приходили в группу каждое утро, отметила заведующая детским садом Тина Гугичаева. Мы ведем запись, у нас постепенно наполняются дети, группы почти укомплектованы. У нас очень хорошие педагоги, они со стажем работы и любят свое дело. Я верю, что можем создать здесь место, уютное место, безопасное пространство, где каждый ребенок будет с радостью сюда ходить, познавать мир и будет готовиться к большой школьной жизни. Чтобы каждый день для малышей был наполнен новыми открытиями, здесь продумано все до мелочей, от уютных групп до современных развивающих игровых площадок. Сад у нас оборудован в соответствии с современными технологиями. В каждой группе у нас интерактивные доски, современная техника, что это помогает вовлекать детей в образовательный процесс. Наш двор с игровыми зонами, где предусмотрены безопасные игры,
для детей, ведется видеонаблюдение групповых и дворовых территорий. Особое внимание в детском саду уделяют организации питания. Здесь уверены, для растущего организма важно не только вкусное, но и сбалансированное питание. Поэтому за составлением меню и приготовлением пищи ведется ежедневный контроль. К питанию мы тоже подошли ответственно. У нас составлено 10-дневное меню с нормами Санпина. Здесь мы контролируем свежесть продуктов. У нас трехразовое питание. Каждый день у нас ребенок получает мясные и рыбные блюда. На полдник им часто готовят выпечку, пироги. Мы этот процесс контролируем. У нас есть прокиражная комиссия. Также медсестра и повара каждодневно снимают пробу блюд. Также есть родительский контроль, где каждый родитель, любой родитель может прийти в пищеблок в спецодежде и оценить процесс приготовления пищи. В каждой группе определенный распорядок дня от питания до занятий, отдыха и развлечений. И судя по улыбкам ребят, здесь им точно не приходится скучать. Сегодня детский сад продолжает развиваться, создавая пространство, где дети могут учиться, играть, творить и радоваться каждому дню. А лучшим подтверждением тому, что работа ведется в правильном направлении, остаются искренние улыбки воспитанников, их звонкий смех, который здесь звучит ежедневно. Алина Эльфимова, Алим Битеев, Зарема Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Около десятка лет выпускницы республики доверяют создание своего особенного вечернего образа модельеру, дизайнеру Хоху Бекоеву. Неповторимые образы ежегодно подчеркивают индивидуальность каждой выпускницы. Модельер предпочитает держать свои творения в секрете до момента их появления на публике. Однако он сделал исключение для нашей съемочной группы. Кругом эскизы, шум швейных машин и булавки, рассыпанные по столу. Дизайнер-модельер Хох Бекоев воплощает в жизнь наряды, которые всего через неделю украсят выпускниц на красной ковровой дорожке. Для Бекоева создание вечернего платья подобно написанию портрета. Каждый образ не просто сшит по меркам, но и призван отразить индивидуальность той, кто его наденет. Все начинается с эскиза, затем следует разработка шаблона, раскрой ткани, пошив и, наконец, тонкая настройка посадки по фигуре. Он будет из бархата, так захотела заказчица, и плюс к тому, что выпускной это всегда вечерняя мода и вечерние платья, как правило, без атласа, без бархата, кружева никогда не обходятся. Сейчас на данный момент это платье уже почти готово. Я его сейчас готовлю на последнюю примерку, чтобы уже определиться окончательно. Вот уже 9 лет выпускницы республики доверяют созданию своего особенного вечернего образа опытному кутюре Хоху Бекоеву. В этом году 14 девушек от его бренда Бекоев Collection предстанут во всей красе на Театральной площади. Пошив их платьев на завершающей стадии. В этом году я не набрал много заказов, потому что у меня есть еще параллельные проекты, над которыми я работаю, и по времени я не успевал отшить больше, чем, допустим, в прошлом году. Как правило, выпускные платья я шью все вместе. То есть не бывает так, что я возьму одну, закончу, потом переступаю ко второму. Я все раскраиваю вместе, все делю по цвету, по ткани. Там бывает, когда, если есть, допустим, 3 черных платья, я их шью одновременно. Хох Бекоев предпочитает держать свои творения в секрете до момента их появления на публике. Это не только добавляет интриги, но и служит своеобразной защитой от копирования. В его ателье царит атмосфера таинства, где к каждому клиенту индивидуальный подход. Как правило, когда заказчик приходит, он хочет тоже отшить платье, мы с ним встречаемся, он приносит референс платья, то есть какой он хочет видеть на себе фасон. Мы вместе садимся, если этот фасон, я считаю, что не подойдет этой определенной девушке, я ей говорю, что давай попробуем что-то другое. В 99 случаев все прислушиваются, потому что они знают, что я в этой профессии работаю уже больше, и, наверное, поэтому они больше прислушиваются. И, в принципе, у меня нет цели сделать что-то хуже, чем, допустим, они принесли.
По словам основателя бренда Бекоев Collection, клиенты часто приходят уже с готовыми идеями. Ткань же они приносят по рекомендации модельера. Из года в год, как правило, ткани особо не меняются, потому что все больше обычно заказывают, конечно же, из атласной ткани. Бывает и бархат, но в этом году было очень много кружева. Кружево красивое, вышитое, и поэтому в этом году я могу сказать, что больше будет кружевных платьев. Конечным результатом должен стать образ, который выделит выпускницу из толпы и запомнится. Анжела Кукоева, Галим Бетеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Хореографический ансамбль «Сармат» принял участие в летнем фестивале в городе Сочи. Для младшей группы под руководством Ацамаза Тедеева этот выход дебютный. Юные конкурсанты представили на суд зрителей 4 танца. О результатах нам расскажет Алена Оттаева. Младшая группа детского хореографического ансамбля «Сармат» приняла участие в масштабном фестивале под названием «Алые паруса. Вот какое у нас лето» в городе Сочи. На творческое состязание отправились 49 детей. По словам художественного руководителя коллектива Ацамаза Тедеева, ансамбль давно и плодотворно сотрудничает с организаторами этого престижного конкурса, не расстановясь его лауреатами и победителями. Однако для младшей группы этот выход на сцену стал первым в жизни. За 4 танца мы взяли 4 вторых места. Я доволен детьми, я очень ими доволен на самом деле, потому что такое давление на них оказывалось. Там были сильные коллективы из Владикавказа, Астан был, они прекрасно также выступили. И я думаю, что наши дети в какой-то момент дрогнут морально, духовно, но ничего такого не было, они выложились на все 100% и показали себя достойно. Мы достойно представили нашу республику. Художественный руководитель ансамбля Ацамаз Тедеев выразил благодарность всем, кто оказал финансовую помощь в организации поездки. Меня очень сильно поддержали родители. Огромное им спасибо в первую очередь родителям, которые не просто материально это все профинансировали, но и потом вместе с детьми поехали и помогали на фестивале, что и в воспитательной части, что и в каких-то в организационных моментах. Также хочу выразить благодарность Алане Ивановне, главе Сбербанка. Спасибо огромное, что помогла. Юные конкурсанты представили на суд зрителей из строгого жюри 4 танца: симт, горский, девичий и аварский. Юные артисты довольны своим дебютом на столь большой сцене. Они признаются, что волнение, конечно, было сильным, но они справились с ним. ما خدستم فستیوالی و دست ما با چهارستان دکاغ میستم. شن شبارز دانستم. منم مزار تماشا دست دانستم. ماماد مربا کتا ما خدا درچه فنددیم. فستیوال دست شبار کافته سیم گرسکی آورسکی مدویچی مد تنگا کافه دستم با چهارستان دکاغ میستم. Ансамбль «Сармат» не раз становился победителем и лауреатом всероссийских конкурсов. В этом году коллектив планирует выехать и в другие регионы Российской Федерации. Приглашения уже получены. Артисты продолжают работать над собой, чтобы с достоинством представлять культуру своего народа. Алена Оттаева, Азамат Кудзе, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Первый объединенный чемпионат Южной и Северной Осетий по быстрым шахматам. Среди участников мероприятия были как опытные шахматисты, так и более молодые. По словам организаторов, это не просто спортивное соревнование, а важное объединяющее мероприятие. Победитель турнира получит звание чемпиона Осетии. В Цхинвале на летней площадке Винченцо состоялся первый объединенный чемпионат Южной и Северной Осетии Алании по быстрым шахматам. В турнире приняли участие 30 сильнейших шахматистов Осетии, по 15 спортсменов с каждой стороны. Президент Федерации шахмат Южной Осетии Георгий Шавлухов отметил, что это событие не просто спортивное соревнование, а важное объединяющее мероприятие. Победитель турнира получит звание чемпиона Осетии.
Это первый объединенный чемпионат Южной и Северной Осетии по быстрым шахматам. Это мероприятие больше, чем спорт. Это консолидирующее мероприятие, это объединяющее мероприятие. И победитель будет объявлен чемпионом Осетии Алании без приставки «Южная» или «Северная». Мы несколько лет вынашивали эту идею, и в этом году, благодаря помощи Национального банка Республики Южная Осетия и лично Суслана Владимировича Бекоева, нам удалось реализовать эту идею. Спортивное мероприятие было организовано Федерацией шахмат Южной Осетии при поддержке Национального банка Республики Южная Осетия. Суслан Бекоев поприветствовал участников и пожелал им красивой игры, хорошего настроения и, конечно же, победы. Сегодня в 21 веке, век цифровых технологий и клипового мышления, шахматы остаются островком сосредоточения и стратегического мышления. Шахматы помогают нам пока думать, потом совершать какие-то действия. Это очень ценно не то, что в шахматах, но и в жизни. Всем желаю красивой игры, хорошего настроения и ждем вас всегда тут у нас в Южной Осетии. Вице-президент Федерации шахмат Республики Северная Осетия Алания подчеркнул, что это событие знаменует начало новой эры в шахматных отношениях. И за ту перспективу, которая открывается перед нами сегодняшнего дня. Это грандиозное событие, на мой взгляд, которое станет началом новой эры в шахматных отношениях. У нас зарождается новый формат таких шахматных баталий. И я надеюсь, что вот это соревнование, которое сегодня стартует, оно станет действительно началом грандиозного такого шахматного будущего. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель комитета по молодежной политике и спорту Суслан Гасев. Он акцентировал внимание на растущей популярности шахмат в республике и подчеркнул значительный вклад Федерации шахмат Южной Осетии в развитие этого благородного вида спорта. От имени комитета по молодежной политике и спорту я от себя лично приветствую всех участников, всех гостей и поздравляю с открытием первого чемпионата Алании по шахматам. Шахматы как вид спорта в Южной Осетии пользуются популярностью. В этом направлении огромную работу проделал президент Федерации шахмат Георгий Шавлехов. Спасибо тебе за твою работу и за твой труд. И мы со своей стороны посодействуем, чтобы данный турнир стал традиционным. Исполнительный директор Федерации шахмат Республики Северная Осетия Александр Цураев выразил надежду на то, что данное мероприятие станет регулярным и будет проводиться ежегодно. Я предложил Георгию, чтобы этот формат был ежегодно во Владикавказе, в Схинвале, но наши, я вам скажу честно, хотят почему-то сюда приезжать все. Поэтому это, я думаю, будет не просто, я убежден, что это будет ежегодный турнир Единой Осетии, который будет выявлять сильнейших шахматистов, которые будут дальше претендовать на самые высокие места. Среди участников мероприятия были как опытные шахматисты, так и более молодые. Лана Дряева является многократным призером чемпионата Северокавказского федерального округа, многократным призером Республики Северная Осетия Алания и призером чемпионата России в возрасте до 19 лет среди женщин. Здесь она не впервые, так как ее родители являются выходцами из нашей республики. Южная и Северная Осетия – это же один народ. Вот поэтому у нас всегда дружественные, теплые отношения. И когда Георгий Шавлохов зовет на турниры, мы с радостью сюда приезжаем. Пока настрой хороший, видно, что уже многие шахматисты друг с другом начали уже знакомиться, общаться. Вот. И в целом настрой на данный турнир, я предполагаю, будет очень хороший. После нескольких часов упорной борьбы обладателем высокого титула чемпиона Осетии стал Тигран Назаритян. Анжела Кукоева, Фатима Чочева, Алим Бейтеев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, дождь. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью 17 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 25, ночью плюс 16. В городе Квайса днем 22 градуса тепла, ночью плюс 16. В Ленигорском районе днем плюс 27, ночью плюс 18. Столица Республики в Цхинвале днем 28 градусов тепла, ночью плюс 18. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.